Добрый день, дорогие участники Олимпиады. Я рада вас приветствовать вот в таком режиме. Если вы помните, меня зовут Инна Витальевна, фамилия моя Макарова. Я председатель жюри регионального этапа всероссийского конкурса по мировой художественной культуре. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обнародовать результаты, для того, чтобы я сказала какие-то ошибки наиболее характерные, ну и вы смогли задать интересующие вас вопросы. Итак, свой обзор наших с вами результатов я начну с 9 класса. Сразу хочу сказать, что максимальное количество баллов, которые можно было набрать, это 200 баллов. По 9 классам у нас было 8 участников, небольшое количество участников. Ну и здесь в 9 классе у нас, можно сказать, худшие результаты. И 100-бальный барьер у нас не прошел ни один участник. Самое большое количество баллов – это 92 балла у участника со шифром 0,902. Задача жюри, то есть, была достаточно сложная, а с другой стороны и, в общем-то, выполнимой, потому что Москва нам прислала критерии оценки, и в рамках этих критериев мы и производили вот нашу контрольную проверку. Если вы помните, у нас первый вопрос, то есть первое задание, оно было связано с художественным фильмом, с фильмом Владимира Бортко. Здесь был указан автор, были даны репродукции с кадрами из этого фильма. И нужно было дать ответ. Правильный ответ в этом задании, конечно же, это Тарас Бульба, то есть название фильма Тарас Бульба. Полное название автора здесь понятно, что это Николай Васильевич Гоголь. За каждый правильный ответ, то есть за правильно названный фильм, название фильма, за имя автора, за его отчество и за фамилию давалось по 1 баллу. И максимальный балл, который можно было получить в этом задании, было 3 балла. Ну вот, не все, конечно, с этим заданием справились, но большинство с этим заданием справилось достаточно успешно. Вот дальше, то есть в этом первом задании были 4 сходства кадров фильма и живописного полотна. Ну, живописное полотно, если вы помните, здесь было тоже дано в визуальном ряде, и это у нас была работа Репина, которая называется «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». И нужно было, конечно, дать правильный ответ, то есть назвать все правильные слова в этом названии. Здесь справились не все. Кто-то написал письмо турецкому хану, а не султану. Ну вот здесь тоже были определенные сложности. И здесь вы видите, что еще нужно было показать сходство вот живописного полотна и кадра, который был дан из фильма. Вопрос здесь вот в первом задании 6-й. 3 причины, по которым, на ваш взгляд, режиссеру фильма был важен ассоциативный ряд с произведением живописи, давали совершенно разные ответы, но о том, что это обращение к культурной памяти зрителя, что это продолжение культурной традиции, то есть сохранение культурного кода,
и усиление степени впечатления достоверности, то здесь тоже вот не все, и надо сказать, что мало кто справился с этим заданием. Затем седьмой вопрос в первом задании. Нужно было написать авторов трех русских художников, которые создавали полотна на исторические сюжеты. То есть здесь нужно было сделать, то есть дать по одному автору. Ну, отчасти, то есть справлялись с этим заданием, но тоже не все. То есть историческое полотно, то есть что это значит? Это значит, что картина должна быть написана либо на исторические сюжеты, то есть взятые из истории страны, вот, или же там должен быть сюжет, где присутствует историческая личность. Вот. Некоторые тоже не справились, то есть давая, например, как бы портрет личности исторической, но не в контексте какого-то конкретного сюжета. И вот здесь за вот это седьмое задание здесь тоже было максимальное количество баллов, было 12, и такое максимальное количество баллов не набрал никто. И также нужно было здесь дать название трех отечественных художественных фильмов на исторический сюжет. Тоже самые разные совершенно ответы, не вполне отвечающие вот этому заданию. То есть в первом, вот в этом задании максимального количества баллов не набрал никто. Второе задание, оно было связано с художественным фильмом «Код да Винчи», и здесь был представлен визуальный ряд, где мы видели работы известного художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. И опять-таки здесь была сложность, то есть не все с этим заданием справились и в общем, не смогли указать правильно все 4 работы именно этого художника. Кроме того, то есть нужно было указать еще дополнительные работы, то есть не представленные в кадрах этого фильма. Вот. Здесь тоже были проблемы. Но понятно, что имя этого художника Леонардо да Винчи, эпоха – это эпоха Возрождения. Если бы было бы написано еще бы кем-то итальянское Возрождение, да, эпоха итальянского Возрождения, то здесь можно было бы увеличить количество баллов. И нужно было также указать вот в 4-м вопросе этого второго задания 2 выдающихся мастеров искусств, то есть этой же страны, то есть, естественно, Италии, да, это мог быть и Рафаэль, это мог быть и Микеланджело, и Боттичелли, ну и так далее и тому подобное. Некоторые тоже с этим заданием не справились. Вот задание 5. Задание 5, там был запечатлен архитектурный объект, это готический собор. То, что это готический собор, в общем-то, поняли и написали почти все архитектурные особенности готического стиля, да, но не назвали архитектурный объект. Архитектурный объект был собор Парижской Богоматери в Париже. Вот. Если бы можно было дать ответ «Собор Парижской Богоматери», можно было дать название «Французский собор Нотр-Дам-де-Пари». Если бы участник дал бы 2 этих названия, то количество баллов тоже было бы увеличено. И название музея, да, 6-е задание, с которым связаны представленные в задании кадры. То есть и здесь, как мы с вами
понимаем, речь шла о Франции и о музее, в котором вообще происходили эти все события. Это, конечно, Лувр. Опять 28 баллов, максимальное количество баллов по этому заданию у нас не получили. Третье задание. Вот с этим заданием вообще было все очень сложно. Здесь было дано описание. Описание достаточно подробное этого произведения. Вот. Это произведение, я думаю, что оно всем хорошо известно. Название этой работы «Лунная ночь на Днепре». Вот. Но ответили на этот вопрос некоторые, то есть совсем небольшое количество наших участников. Были ответы, в общем-то, правильные, и мы даже дали баллы за такие ответы. Но писали название следующее: «Лунная ночь над Днепром», хотя в оригинале, конечно, «Лунная ночь на Днепре». И мы долго думали, присуждать ли балл за такое название, и все-таки решили присудить, хотя пошли вот наперекор московским, скажем так, требованиям. Затем нужно было во втором, то есть здесь вот дальше, то есть нужно было написать полное имя художника. Художник, конечно, у нас это Архип Иванович Куинджи. И кто-то написал Куинджи, кто-то написал почему-то Алексей Куинджи. Но вот несколько ответов было правильных, то есть что это Архип, правда, без отчества, Архип Куинджи. Ну, вообще странно, что этот вопрос вызвал большие затруднения у наших участников, потому что наверняка все смотрели последние там вот новости там последнего месяца, знают эту историю с похищением его другой картины «Крым Айпетри» то есть с выставки из Третьяковской галереи. Поэтому для людей, интересующихся искусством, наверное, было бы логичным после всех этих событий обратиться к Куинджи, то есть к его творчеству, посмотреть его работы для того, чтобы вот быть как бы в теме, да, тех событий, которые происходят вот в нашей стране. К сожалению, такие события. Следующий вопрос, то есть здесь нужно было посмотреть работы, которые были выполнены художниками Виктором Васнецовым, Иваном Крамским, и нужно было проанализировать, то есть эти портреты, и нужно было дать отличие, то есть одного художественного решения вот этого образа от другого. То есть каждый художник, конечно, видит нечто особенное в портретируемом им человеке. И здесь вообще было важно еще очень не просто там написать, что там по-разному, то есть они смотрят, да, или их позы разные, это все правильно, но добавлялись баллы за использование терминов искусствоведческих, то есть такие понятия, как ракурс, цветовая гамма, да, и тоже здесь, конечно, вот владение терминологией искусствоведческой мало кто показал. Дальше, то есть нужно было качество характера показать, то есть те качества, которые вы увидели в этих портретах, присущие именно изображенному человеку. Ну, понятно, что изображен здесь был Куинджи тоже, да, и вот нужно было дать характеристику, то есть его характеру, и как это передается художникам. Ну, задача тоже, в общем-то, достаточно сложная.
Вот, трудно и человеку подготовленному, то есть более подготовленному, увидеть какие-то особенности характера в изображаемом человеке. То есть это, в общем-то, задание, на мой взгляд, сложное, хотя, может быть, кто-то считает и иначе. Но такие черты, как напористость, настойчивость, которые присущи вот именно этому человеку, то есть тоже ребята не указали. И здесь нужно было показать, анализируя портрет, выполненный Крамским, качество портретируемого, и также нужно было показать, какой из портретов передает характеристику в большей степени, вот именно характеристику, которую дал Репин, да, то есть там у нас были высказывания Репина об авторе, то есть какой из этих художников более близко подошел к интерпретации вот этого образа художника Куинджи Репиным. Тоже максимальное количество баллов никто не указал. Задание дальше у нас идет задание 4, и в четвертом задании у нас были даны репродукции картин с изображением музыкантов и с различными музыкальными инструментами. Ну, в общем-то, многие правильно назвали инструменты, но были, конечно, затруднения в определении. Вот первого номера там изображено было банджо, то есть музыкальный струнный инструмент банджо, но кто-то писал мандолина, вот, то есть в основном именно с этим инструментом были проблемы. Валторна, то есть последний 10-й инструмент, тоже не все указали. Ну, а так, в общем-то, с этим заданием справились. Далее нужно было распределить репродукции с изображением музыкантов и инструментов на 3 группы. Вот здесь распределение, оно могло быть разным, то есть здесь даны как бы 2 варианта, да, распределения музыкальных, то есть по распределению, естественно, музыкальных инструментов. Здесь нужно было сделать в таком виде задания, решить это. И здесь народные инструменты, да, инструменты классические, то есть могли, вот в первой группе, да, во второй группе были даны вот 3 как бы деления, да, на 3 группы деления инструментов. И здесь, конечно, были духовые инструменты, струнные инструменты и клавишные инструменты. Ну вот кто-то справился, кто-то не справился, но, в общем, опять-таки здесь у нас не очень высокие получились баллы. Задание 5. И здесь у нас тоже был визуальный ряд, то есть здесь были даны 2 фотографии объекта, который находится в Соединенных Штатах Америки. Это кинотеатр, да, вот, и нужно было определить, культуру какой страны представляет композиция, из какого материала она сделана, и задачи, которые стояли перед авторами проекта и архитектурой этого объекта. Тоже здесь не все справились. Вообще задание оказалось для многих, то есть очень сложным.
вот, почему-то не могли определить саму конструкцию, то есть в чем эта сложность этой конструкции. Впечатления, то есть описали здесь свои, то есть, в общем-то, все, и мы здесь отталкивались от ваших ответов, а не от тех критериев, которые давали. То есть мы не следовали точно вот этим критериям, которые нам Москва давала. То есть, допустим, нужно было 3 определения слова или словосочетания, да, передающих общее впечатление при осмотре композиции при дневном освещении. И здесь давались такие варианты, как парение, совершенство формы, восхищение. Многие давали как бы другие определения, но они логически соответствовали этим нашим визуальным образом. Поэтому мы здесь были более как бы раскрепощены в постановке баллов. Тоже 7-е здесь задание – это название композиции, то есть здесь нужно было придумать название самим. И здесь нужно сказать, что количество баллов, то есть еще зависело от многих аспектов. Например, за название такое, как земной шар, земля или глобус, давался, то есть 1 балл. А за метафорическое название этого объекта, например, там колыбель человечества, то есть уже давалось 2 балла. А если были использованы какие-то цитаты, то есть крылатые выражения или пословицы, то здесь давалось уже 3 балла. 6-е задание, оно было у нас связано с современным искусством. И здесь, конечно, очень многие затруднились назвать автора работ современного британского художника, который работает в стрит-арте. Имя его, конечно, известно, оно, я думаю, на слуху. Это Бэнкси. Причем здесь за правильный ответ давалось 2 балла, но если его имя было написано с ошибками, то есть не через после буквы Б, а через Е, то 1 балл снимался. Вообще, надо сказать, что за грамотность, за логичность ответов, конечно же, тоже ставились определенные баллы. Я вначале не сказала, что некоторые работы были выполнены очень небрежно, что, конечно, было очень неприятно членам жюри. Очень много исправлений, зачеркиваний, писания на полях. Я понимаю, что иногда не хватает места для выражения как бы своих мыслей, своих впечатлений, но все-таки и вначале говорили для тех, кто работал непосредственно у нас в университете, говорили о том, что как нужно, то есть, эту работу выполнять. Тем не менее, конечно, неаккуратно выполненные работы. Некоторые почерки очень сложные, то есть просто разобрать невозможно. И те, кто выполняли заочно задания, там я не могу сказать, то есть кто, какие это города были, но писали печатными буквами, это было как-то легче, конечно, разбирать эти работы, и выглядели они, конечно, чисто эстетически выглядели гораздо приятнее. Поэтому для 9 классов наверняка вы будете участвовать и в дальнейшем в олимпиадах, и по разным, наверное, предметам школьным. Пожалуйста, обратите внимание на оформление своих работ, на четкость написания текстов. Это тоже очень важно, потому что разобрать иногда было просто невозможно. Мы рассматривали в лупу и пытались каждую букву, то есть соотнести с, так скажем, с правильным ответом.
Итак, возвращаемся мы к шестому заданию. Это британский художник Бэнкси, очень популярный, то есть очень известный. Это художник, которого до сегодняшнего дня никто не видел. То есть, хотя этот художник и снял фильм, и написал книгу, и его работы можно увидеть в разных сегодня городах земного шара, то есть в разных странах. Тем не менее, до сегодняшнего дня его имя, то есть и его личность, то есть она окутана тайной. Значит, нужно было указать Бэнкси, понятно. Дальше, то есть нужно было указать вид искусства, да, стрит-арта, это граффити. И здесь, если граффити, это слово было написано с одной буквой F, то тоже здесь снимался балл. Далее, то есть нужно было указать общие черты для работ, которые были представлены в визуальном ряде. И здесь мы не все, то есть, скажем так, точно, четко обозначили, то есть, эти общие черты. Общие черты, то есть это, естественно, общий фон, да, это серый фон стены, потому что все выполняется на стенах домов. Затем яркий какой-то элемент, яркий контрастный элемент. Ну, с такой точностью мало кто написал, но говорили, что вводится какой-то цвет, да, присутствует. Вот. И последняя черта, которая объединяет все три работы, которые были представлены в этом задании, это, конечно, детские образы. Ну, кто-то писал «дети», и мы, естественно, засчитывали это как правильный ответ. Дальше, то есть, нужно было в четвертом вопросе этого шестого задания нужно было определить общую проблематику работ. Тоже общую проблематику работ не все определили. Здесь я хочу просто пояснить. Дело в том, что современное искусство и искусство стрит-арта, и перформансы, всевозможные инсталляции, которые сегодня мы можем увидеть, они не имеют, на мой взгляд, четкого, точного прочтения. То есть, что вот художник изобразил то есть выдвинул именно эту идею. Москва давала нам ответ следующего характера, что это работы, в которых проблемы экологии поднимаются, да, защиты экологии, защиты прав детей на жизнь в экологически чистой среде. Вот. И также как бы вклад детей в защиту окружающей среды. Про экологию практически никто не написал, вот, давали совершенно другие ответы, то есть выдвигали другие идеи, и мы засчитывали эти ответы, потому что современное искусство, оно интересно тем, что каждый из воспринимающих это искусство, каждый человек видит нечто свое и некую свою проблему, тем оно и интересно, современное искусство. И в таком случае зритель становится соучастником, творцом какого-то конкретного произведения. Поэтому мы здесь, если была логика, если действительно можно эту идею прочитать вот в той или иной работе Бэнкси, мы ставили, то есть мы давали баллы. Дальше приемы, да, не менее 3 художественных приемов деталей в каждой работе, с помощью которых художник доносит до зрителя свое отношение к проблеме. Вот. Здесь давали, то есть здесь определяли, правда, тоже с какими-то недостатками, ошибками, но, в принципе, вот эти 3 основных приема, в общем-то, почти все указали. И здесь мы тоже принимали разные ответы, а не только те варианты ответов, которые нам давали вот московские товарищи. Максимальный балл здесь тоже у нас 39, не получил никто. И, наконец, последнее задание. Оно тоже было связано с творчеством Бэнкси.
Здесь было дано описание поступка, да, то есть известна эта история, которая произошла на аукционе, да, когда продавалась его работа «Девочка с шаром». Причем эта работа, она была выполнена на холсте, то есть это единственная его работа, и во время момента, то есть помните, да, вы читали все это, текст к этому заданию, то есть работа была испорчена, то есть изрезана. И вопрос о том, что это такое, акт вандализма, или это новое слово в искусстве, или это пиар-акция и так далее. То есть, здесь, если участник давал, то есть, допустим, что это новое слово искусства, а потом объяснял, почему, и давал аргументы логичные, то есть мы, естественно, тоже засчитывали и ставили баллы. Здесь 10 баллов максимальный был, максимальное количество баллов. И я уже сказала, да, самое большое количество баллов у нас в 9 классе это 92 балла, а самое маленькое количество баллов это 52. Но у участников 9 классов, то есть есть возможность, то есть улучшить свои результаты в следующей Олимпиаде. Я думаю, если вы действительно интересуетесь искусством, то небольшое количество баллов, которые вы получили в этой Олимпиаде, я думаю, не должно вас остановить, а наоборот заставить вас действительно быть внимательными зрителями, слушателями и развивать себя именно в этом направлении. То есть, и это у нас по 9 классам. Если есть вопросы, да, то вы можете, как мне объяснили, можете их писать в чате, то есть задавать эти вопросы, если что-то вам непонятно. Вы можете подать апелляцию, вы знаете, у вас есть график подачи апелляций, тоже вы это можете сделать на сайте, то есть в личном кабинете. А дальше, то есть у нас следующий у нас класс, и это класс у нас 10. 10 класс, и здесь у нас результаты, в общем-то, лучше, чем в 9 классе. У нас есть победители, и здесь есть победители с высшим баллом, да, самый высокий балл у нас здесь 167, самый низкий балл 74. Но вы видите, что максимальный балл, который можно было набрать, это 230. 230, к сожалению, не набрал никто. Но по сравнению с 9 и с 11 классами здесь у нас самый высокий балл, то есть это 167, потом 166, 122 балла. Это первые такие 3 места с достаточно высокими баллами. Что здесь у нас, какие проблемы были здесь? Первый вопрос, он тоже был с фильмом, да, то есть связан, то есть с кадрами из фильма. И здесь, конечно, нужно сказать, что фильм практически, то есть не отгадали, кто-то там отгадал фильм, а вообще не назвали имена и фамилии актеров, которые были изображены в кадре. Фильм этот называется «Старики-разбойники». И опять здесь на что нужно обратить внимание? Опять на то,
насколько вы интересуетесь современной ситуацией, которая в художественной жизни нашей страны происходит. И здесь тоже этот фильм упоминался в последние месяцы достаточно часто, опять-таки в связи с кражей, которая произошла вот в Третьяковской галерее на выставке Архипа Ивановича Куинджи. Потому что говорили о том, что кража была проведена в соответствии с вот фильмом, который назывался «Старики-разбойники». Имена и фамилии актеров в кадре, конечно же, это Евгений Евстигнеев, это Юрий Никулин, но, возможно, то есть для десятиклассников и фильм совершенно незнакомый, неизвестный, и актеры тоже, возможно, вам неизвестны, но это все-таки, наверное, актеры эти вообще известны в нашем кинематографе. Вот, и хотелось бы, чтобы вы их знали. Значит, правильный ответ – это Евгений Евстигнеев и Юрий Никулин. И давались баллы как за имя, так и за фамилию. То есть можно было набрать максимальное количество баллов за этот вопрос 4. Но и 4 балла у нас тоже никто не получил. А второй вопрос в этом первом задании – это были представлены кадры, и в этих кадрах были запечатлены работы художников, то есть произведения живописные. И здесь были работы Анри Матисса «Танец», затем была работа Пабло Пикассо «Девочка на шаре», и последняя работа, которая была в кадре представлена, это работа Рембрандта, портрет Рембрандта Саския, его Флора, или можно было еще принимался ответ, так как там еще одна работа была в кадре, это портрет молодого человека. Здесь были проблемы с определением работы Анри Матисса «Танец». Почему-то многие, ну не многие, а несколько человек написали, что это Кузьма Петров-Водкин, спутав эту работу с его работой «Мальчики». Да? Но это была работа Анри Матисса, художника начала XX века, относящегося к такому направлению в искусстве, как фавизм, но, слава богу, здесь не надо было указывать те направления, в рамках которых художники работали. То есть первое – это Анри Матисс, второе – Пабло Пикассо и Рембрандт. Дальше, то есть, нужно было соотнести каждое произведение с веком. И здесь тоже, в общем-то, были ошибки у некоторых, но правильный ответ, конечно, первая работа и вторая работа – это 20 век, а третья работа – это век 17. Ну, я уже сказала, что с названием фильма были проблемы, вот, «Старики-разбойники». Естественно, проблемы были и с указанием имя и фамилии режиссера фильма. Здесь режиссер Эльдар Рязанов. Вот. И здесь, конечно, многие, то есть, не получили баллов вот за эти вопросы. Дальше, то есть, нужно было написать имена и фамилии художников и названия 3 произведений искусства, которые относились бы к тому или иному, к тому же периоду, вернее, к тому же периоду в развитии искусства, что и на иллюстрациях 1 и 2. То есть 1 и 2 – это у нас 20 век, то есть нужно было к 20 веку написать вот имена и фамилии авторов и названия работ. Вообще есть еще проблема одна. Не все внимательно читают задания. То есть
внимательно читать задания. Еще имейте в виду, что часто есть ответы на задания. Вот, например, будут у нас там вопросы, а ответы на это конкретное задание в следующем задании есть, как это там про Бэнкси, например, да, не смогли указать имя Бэнкси, современного художника граффити, да, работающему в этом направлении, вот. А ответ был, то есть он был в следующем вопросе. То есть нужно очень внимательно читать задания и в самих заданиях, в текстах этих заданий находить ответы. Таким образом, часто строится задание вот по истории, по искусству, то есть по мировой художественной культуре. Понятно, то есть, что здесь были ошибки. Я думаю, что вы цифрованные работы свои видите и уже со своими учителями можете увидеть эти ошибки, и вам могут сказать, где что неправильно и кого вы указали. Ну вот задание было тоже связанное с кадром, который был изображен в видеоряде. То есть там было дано изображение бронзовой лошади, вернее, там, вот, и нужно было окружность обвести на кадре, вот, на кадре номер 6, которая представлена в кадре 5, да, и нужно было эту деталь определить, обвести уже. В общем, сама вам неправильно говорю, то есть нужно было окружность на кадре 5 обвести, да, которая представлена была в кадре 6. В общем, дело в том, что здесь вот даже я, когда сейчас читала, да, то есть вот делала какие-то ошибки в интерпретации этого задания. И многие, то есть его не сделали. 2 человека только, которые отметили на своем варианте вот данном визуальном ряде на листах, то есть отметили, то есть некоторые, то есть вообще просто не сделали, то есть не делали это задание, в силу каких причин, я не знаю. Только 2 человека обвели кружочком вот эту деталь. Ну, были, конечно, смешные там ответы здесь, вот было где-то. Вот, на что устремлен взгляд актера в кадре. Вот, здесь кто-то написал «на морду лошади». Вот. Ну, вообще много таких каких-то казусных ответов было. Сами вы посмотрите, может быть, со временем вам тоже будет смешно читать ваши ответы. Но это не страшно, да? Какие эмоции передает актер в кадре? То есть здесь нужно было 3 определения передать. Здесь тоже выдавали определения, и мы засчитывали, хотя тоже здесь ответы изумление, страх, недоумение, например. Вот. Тоже в 7-й вот этот вот вопрос, 7-й, последний, да, почему кадр 6-й черно-белый в цветном фильме? Ну вот, большинство ответили, да, правильно, что это связано с тем, что здесь какие-то передают, черно-белый кадр передает не реальные какие-то события, да, а кошмары персонажа, да, то есть то, что ему кажется, то, что ему видится, да, то есть цветные кадры передают реальность происходящего, а черно-белый передают вот страхи, кошмары, которые испытывает этот персонаж. Ну, тоже здесь балл был общий высокий, 41 балл, но не все набрали, то есть этот балл. Опять
здесь, если вот для учителей, да, учителя, которые готовили детей к Олимпиаде, то есть вы в заданиях можете увидеть, что задания 9 класса, 10 и 11, то есть они перекликаются, то есть представлены иногда одинаковые визуальные ряды, вот, и здесь тоже второе задание, оно связано с изображением художника Куинджи, да, вот. Но первое, что здесь было, здесь давали вот текст описания картины, да. Картина, конечно, здесь опять это «Лунная ночь на Днепре». Тоже не все отвечали правильно, не давали правильные названия. Опять были варианты ответов не на Днепре, а над Днепром, но мы тоже засчитывали, давали баллы за такой ответ. Но не все отгадали, то есть не все указали правильно название этой картины. Многие вообще просто ничего не писали. Дальше, то есть нужно было написать здесь, кто, вот это задание у нас, род деятельности, да, род деятельности нужно было написать сюда. И здесь понятно, что Тургенев писатель, Полонский поэт. Здесь, если бы написали Полонский писатель, то мы бы тоже приняли этот ответ, потому что и поэт, и прозаик тогда здесь надо было писать Тургенева, хотя Тургенев и поэт тоже. В общем, Полонского как поэта не определил никто. И писали химик, ну, много чего там писали. Вот, Крамской художник. Кто-то написал, Тургенев написал литература, в Крамской написал изобразительное искусство. Вот. Но правильный ответ, конечно же, здесь писатель, поэт, художник и химик, то есть ученый-химик, это Менделеев. Что здесь еще? Нужно было подчеркнуть, вот здесь у нас с вами подчеркнуть в тексте описание художественных приемов, с помощью которых художник достигает желаемого эффекта. Ну, подчеркивали почти все, то есть подчеркнули, по-моему, 2 человека только вообще как бы никаких особенностей вот не нашли в этом тексте, не выделили, но большинство, то есть с этим заданием тоже справилось. Дальше, то есть нужно было сделать анализ уже портретов, да, которые были выполнены Крамским, Репиным, да, и это портрет художника Куинджи, да, вот, и нужно было тоже дать характеристики. Здесь тоже по-разному, то есть справлялись с этой работой. И я, так же, как и в 9 классе, хочу повторить, что важно было показать знание терминологии тоже искусствоведческой, то есть использовать такие термины, как разворот корпуса, ракурс, да, композиция, вот, и колорит, да, и дать логическое, то есть объяснение вот этим художественным особенностям. И также нужно было дать 3 отличия работы Крамского
то есть работы Крамского конца 1870-х годов от работы 1872 года, да, возникшие под влиянием портрета, написанного Репиным. И здесь тоже нужно было говорить о ракурсе, который определял как бы характер при этом, то есть ракурс, более открытый взгляд, потом более общий план и колорит. И здесь тоже 41 балл, максимальный балл. Тоже у нас никто, по-моему, не получил. Третье задание. Здесь нужно было расположить, то есть даны были репродукции картин, и были даны, тут мы с вами видим некая расшифровка. Нужно было в этой колонке выстроить слово. Слово здесь оркестр. Практически у всех это получилось, то есть все выстроили правильно. Но были проблемы какого характера? Вообще задание здесь было достаточно сложное. Здесь нужно было, конечно, и соотнести картины с автором. Здесь нужно было написать номера изображений, да, в ту графу, которая бы соответствовала автору. Но последовательность здесь должна была быть такая. Здесь Гарриет ван Хондхорст, да, в первой строчке, да. Дальше здесь располагался Карл Павлович, и дальше в этой колонке Брюлов, да. Затем Павел Андреевич Федотов, затем Эдуард Мане, потом Николай Петрович Богданов Бельский, Анри Матисс и Петр Петрович Кончаловский. То есть и здесь получалось слово оркестр. За правильную хронологию здесь давалось 7 баллов. За правильно написанные имена и отчества художников здесь давалось 10 баллов. И здесь за правильное соотнесение, да, картин и их авторов, то есть здесь давалось 7 баллов. Нужно было еще, да, здесь выделить нужно было выделить здесь инструмент, да, нужно было выделить инструмент, и инструмент этот флейта, то есть правильный был ответ, да, и духовой, то есть не струнный и не клавишный инструмент. За это тоже давался 1 балл. То есть лишнее нужно было найти инструмент в предложенном ряду, да, и в таблице нужно было здесь выделить номер, то есть это был номер 2, это работа Эдуарда Мане, его флейтист. То есть здесь нужно было написать в строке комментарий название этого инструмента и сформулировать принцип, по которому вы исключили этот инструмент из ряда. Задание номер 4. Здесь были даны фотографии кинотеатра. И здесь нужно было определить
написать вот здесь, вот нужно было написать специальности. Ну, специальности мы тоже засчитывали, потому что здесь писали, ну, например, там, я не знаю, просто дизайнер, там, а не ландшафтный дизайнер, или писали там электрик вместо там монтажника, то есть, в общем-то, все это тоже имеет место быть. А вообще, то есть, вот те ключи, которые давала Москва, то есть здесь было написано архитектор, ландшафтный дизайнер, инженер, монтажник. Ну, понятно, что, может быть, мог бы там, были бы какие-то другие варианты, там инженер по звуку там, или звукорежиссер, то есть, если бы были написаны, то есть я говорю, что там, где были написаны специальности, то есть логические, в общем-то, соответствующие, вот, которые были необходимы для возведения работы такого кинотеатра, мы, естественно, писали. Затем, то есть, нужно было написать два соответствия избранной внешней архитектурной формы объекта, то есть его функциям, то есть и здесь, то есть это зеркальная поверхность, которая отображает движение природы и людей. И здесь еще можно было написать, что наблюдатели, да, могут ощутить себя как в кинозале, да. Вот. Определение слова в задании, вопрос 3, да, это нужно было написать впечатление от этого объекта. Впечатления тоже писали разные, вот, там притягательность, великолепие, там, или грандиозность, то есть практически все, что писали, мы практически засчитывали. При дневном освещении, там, при вечернем освещении мы тоже засчитывали. Вопрос здесь, какие фильмы по содержанию и проблематике наиболее уместны для показа в таком формате, тоже мы засчитывали практически все, потому что здесь как-то бы логически все правильно написали. И здесь вот 3 типа кинозалов со специальными эффектами, и кратко перечислить их возможности, то есть здесь тоже писали, то есть и 3D, вот, и там 4D, ну, никто не написал, например, IMAX, да, но тоже мы здесь, в общем-то, засчитывали. 7 вопрос: в каком формате смотреть фильмы, отснятые как черно-белые, то есть здесь тоже писали какие-то фильмы, изучающими историю, или документальные фильмы, то есть тоже здесь все мы считали, то есть и ставили баллы. Дальше опять у нас идут работы современного, задания, связанные с творчеством современного художника британского Бэнкси. Имя художника тоже не все дали. Кто-то ничего не писал, кто-то писал Бэнкси, кто-то писал Бэнкси с ошибкой через букву «Е», и здесь снимался балл. Здесь ответ граффити, конечно, да, и здесь за ошибку в написании этого слова тоже снимался балл. Общие черты работ, которые были представлены в визуальном ряду, здесь тоже это серый фон, да, яркий контрастный элемент, детские образы. Если как-то немножко по-другому участник отвечал, но идея как бы нам была понятна, мы тоже ставили баллы. Общая идея, тоже здесь давали разные ответы. Я уже сказала, если кто-то меня уже слышал, когда я делала обзор по 9 классам, что здесь мы принимали как бы разные идеи, а не только идею экологии, да.
То есть защита прав детей на жизнь в экологической среде, вклад детей в защиту окружающей среды, необходимость защиты экологии. То есть здесь вот мы, конечно же, ставили баллы и за другие идеи, которые, на мой взгляд, которые присутствуют в работах, в представленных работах Бэнкси. Дальше, то есть композиционные приемы, детали в каждой работе, с помощью которых художник доносит до зрителя свое отношение к проблеме. Вот здесь нужно было еще и сформулировать это, то есть отношение. И здесь такие приемы, то есть, ну, допустим, там маленькая девочка, там давался бал, на подставке, то есть давался еще бал, на фоне там серой стены еще один бал, допустим, там с выражением страха на лице, да, но кто-то писал, то есть иначе, писал, допустим, там, боясь там быть застигнутым врасплох, там, мы тоже, конечно, это все засчитывали. Растительным там орнаментом или просто орнаментом покрывают стены, тоже мы засчитывали. Кто-то написал барочным орнаментом, тоже засчитывали. И здесь, то есть за это задание можно было получить 12 баллов максимально, но тоже не все, то есть как бы получили это максимальное количество баллов. И шестое задание, оно было связано опять-таки с событием, которое произошло на аукционе, да, то есть когда сработало механическое устройство, и работа Бэнкси, единственная выполненная на холсте, то есть была испорчена, то есть как бы изрезана. И нужно было ответить, что это акт вандализм, или это новое слово в искусстве, или это пиар-акция. То есть здесь тоже по-разному отвечали участники, и мы, естественно, засчитывали. Дополнительные баллы давались, если было пояснение, то есть логическое пояснение, почему так думает участник. Вообще удивительное дело, практически никто не ответил на вопрос, вот 7. Почему, на ваш взгляд, художник начал работать инкогнито? Вообще этот ответ лежит на поверхности, но никто не ответил правильно на этот вопрос. Почему художник начал работать инкогнито? Потому что работа художника граффити, да, она во многих странах преследуется законом. Это акт вандализма, и художники скрывают свои имена, многие, боясь получить за это реальный какой-то конкретный срок, то есть наказание. Поэтому, конечно, художник начал работать инкогнито. Такой ответ я сейчас не могу точно сказать, но, по-моему, ни у кого этого правильного ответа не было. Ответ, почему он продолжает как бы скрывать свое имя. И здесь, конечно, уже варианты могут быть разные. В первую очередь, конечно, сохранить вот эту загадочность и тем самым привлекать внимание к своей деятельности. То есть это пиар, скажем так, акция. Хотя, может быть, то есть и здесь тоже мы принимали такие ответы, что художник хочет жить спокойно, да, чтобы непубличность мешает, да, человеку и в работе и так далее. То есть мы такие варианты тоже, такой вариант ответа, то есть мы принимали. Или там кто-то писал о том, что он не хочет славы, ему главное, то есть показать вот какую-то важную идею, заставить людей эту идею увидеть, понять и как-то менять мир в связи с этим. То есть мы тоже принимали такие ответы.
Вообще тоже задание, причем с ним никто не справился и в 11 классе. И в 11 классе это задание было. Но здесь ответ тоже есть, и я не знаю, почему не дали правильный ответ. То есть там была дана иллюстрация из микроблога Калина Кроуфорда и иллюстратора Майкла Нудельмана. Эта группа называет себя «Ленивым Бэнкси». Почему они называют себя ленивым Бэнкси? Ответ настолько, то есть явный, и удивительно, что никто не дал правильного ответа. Это же интернет, это же микроблог. Ленивые Бэнкси тому же самому нужно выйти на улицу, нужно потратить силы ночью там, потому что он же это делает втайне, сделать какую-то роспись стены, да, потратить силы, потратить деньги на то, чтобы купить краски там и так далее. А эти художники, они делают свои работы в интернете, поэтому они называют себя ленивыми. То есть они меньше тратят реально сил, меньше тратят своих средств на то, чтобы создать, то есть, какую-то работу. Группы персонажам, то есть там в этой работе были представлены, то есть они были даны, причем эти были даны разные, разные, то есть агрессивные, злые, там, допустим, или добрые, сопротивляющиеся, то есть давали разные названия группам персонажей, которые были изображены в этом рисунке, да, вот, и мы засчитывали, то есть практически все, что писали, если это логически соответствовало изображению, то мы засчитывали. Дальше тоже здесь нужно было словосочетание, по 3 слова или словосочетание, характеризующие поведение каждой группы. Вот. И здесь тоже мы, то есть, считали, то есть, в зависимости от того, вот сколько там написано слов, какие словосочетания, исходя из этого. И здесь же нужно же было проблему определить, современную проблему, которая запечатлена была в этой работе. Эта проблема, то есть она, в общем-то, понятна, я думаю, что многие эту проблему определили, то есть это наступление как бы сиюминутной информации суетной, да, и против мира вечных ценностей. То есть, с одной стороны, там были телевизоры, да, с другой стороны, были книги, то есть, в общем, идея, конечно, поверхности. Дальше, то есть, нужно было дать вот в этом 5-м вопросе название известного художественного произведения, в котором разрабатывается сходная проблема, и имя, и фамилию, то есть, его автора. Но здесь было понятно, что это Рэй Брэдбери, да, это его книга, которая называется «451 градус по Фаренгейту», вот, тоже здесь не указали, то есть не писали, многие не указывали. Кто-то писал какой-то там градус, 451, то есть 451 градус – это градус, при котором горит бумага. Отсюда и название, то есть, этого произведения. Ну вот, кто-то писал какой-то, кто-то написал 481 градус, но некоторые вообще просто не писали, то есть и не дали ответ на этот вопрос. И здесь тоже 17 баллов, это максимальный был балл.
Дальше 7 задание, оно было полностью творческим, да, то есть здесь нужно было описать свой замысел, граффити, связанные с современной социально значимой проблемой. Разные проблемы определяли, но я хочу сказать, что некоторые не поняли этого задания, то есть некоторые писали, повторяли ту же самую идею, которая была в предыдущем задании 6. Хорошо, то есть мы и это бы приняли, если бы вот образы и детали изображения не повторяли тоже детали и образы, которые уже были созданы, то есть художниками, да, ленивыми Бэнкси. А здесь у некоторых, несколько человек таких были, которые повторили проблему и повторили образы, детали изображения, которые присутствовали вот в предыдущем задании. Ну, а те, кто правильно поняли, мы практически принимали все, то есть ответы. Некоторые, то есть ответы тоже были достаточно забавными, например, цвет. Одно было замечательное, то есть один проект был просто замечательный, вот там, где ну, в общем, идея там была очень интересная. Идея того, как наш президент Владимир Владимирович Путин защищает вообще народ. А народ не всегда понимает вот то, что для него и делается. И там, конечно, вот сама идея, то есть интересно, все было описано тоже очень здорово, композиционно прям выстроено и так далее. Но были, конечно, такие некие моменты. Нам, например, понравился цвет народа. Нужно было указать, то есть цвет народа, вот, и это как особый какой-то цвет, то есть, ну, как красный там или синий, то есть вот какого цвета народ, здесь еще хочется уточнить. Вот это у нас с вами 10 класс, вопросы, задания, которые были у 10 класса. Максимальный балл, который можно было здесь набрать, это 230 баллов, но я уже сказала, что у нас самый высокий балл – это 167 баллов. И, наконец, последнее у нас с вами работы – это 11 класс. В 11 классе, надо сказать, что и в 9 и в 10 классах у нас было по 8 участников, а в 11 классе у нас было самое большое количество участников – 12. И здесь самый высокий балл – это 145 баллов, а самый низкий балл – это 78. И здесь первый вопрос, он был связан, вернее, первое задание и первый вопрос – это тоже кино, то есть это фильм «Война и мир», это фильм Сергея Бондарчука, вот, но что я хочу сказать? Причем, значит, здесь нужно было соотнести картину художника Кившенко, да, опять-таки, с кадром из фильма «Война и мир», вот, Сергея Бондарчука. И здесь, ну, с какими-то вопросами справились. Вообще тут как бы не очень сложно было ответить на эти вопросы. Какое историческое событие? Вот здесь, прямо вот в этом первом вопросе, тоже мало кто правильно ответил. Потому что здесь нужно было написать, то есть какое историческое событие отражено в названии картины Кившенко. И там, конечно, это правильный ответ был, это военный совет Филях, да. Можно было дать ответ военный совет после Бородинской битвы, это тоже было бы правильно. Если бы участник еще дал, что обсуждается вопрос о возможности сдачи Москвы, то это тоже было бы правильно. Но, к сожалению, тоже здесь были большие затруднения,
И в основном писали, значит, «Война 12-го года». Вот. Но точно, точное название здесь не написано, то есть точное название исторического события здесь не написали. Как называется киноэпопея? Да, написали «Война и мир». Имя режиссера киноэпопеи здесь тоже была проблема. То есть Сергей Бондарчук, его не назвали. Полное имя автора, здесь, конечно, все справились, это Лев Николаевич Толстой, то есть здесь дали. Вопрос, мог ли художник Кившенко быть свидетелем изображенных событий, здесь тоже практически все дали правильный ответ, что не мог. И ответ он здесь, в этом самом задании, потому что мы видим, когда он родился. Но дополнительный балл давался за то, что если писали, что дата его рождения, да, что он родился и позже, чем происходили, естественно, сами события. Сходство здесь тоже, в общем-то, писали, и многие сделали правильно, и большее количество баллов как раз получили вот за за шестой вопрос, когда находили сходство изображений в изображении кадра, соотнося это изображение с картиной художника. 3 причины, по которым режиссеру нужно было такое повторение. И здесь, конечно, тоже мало кто написал, что это продолжение культурной традиции, обращение к культурной памяти зрителя. Да, были такие ответы и утверждение как бы вот этого впечатления достоверности, логика, ну, правда, ответы были немножко другие, но смысл был такой же. И здесь, то есть, можно было получить, как мы с вами видим, 36 баллов, которые тоже здесь за это первое задание не получили. Дальше здесь второе задание было связано с произведением итальянского режиссера. Это был фильм, который называется «Лучшее предложение». Были даны 3 репродукции работ художника, вот, и, естественно, было описание, что происходит, потому что понятно, что фильм этот не все могли видеть. Некоторые даже затруднялись, то есть кто-то написал, что фильм видел, но точный ответ как бы дать не могу, но попытался, то есть, дать свой ответ. Здесь полотна, да, то есть там был кадр, где стена была увешана полотнами художников, и там нужно было указать вот рядом, то есть с буквой, да, нужно было дать соответствующий номер репродукции. Так вот, здесь практически все правильно ответили, то есть, что номер 2 это была работа Амадео Модильяни. Нужно было написать здесь его имя. Имя тоже не дали, Амадео никто не написал. Амадео, более того, его Амадео Клементи, еще второе его имя, вот это написали неправильно. Кто-то пытался, но давали неправильные имена этому художнику. Вот. Второе, то есть это номер 1, то есть это работа Ренуара, портрет актрисы Жанны Самари, да, и третий номер это работа Розы Аделаиды, автопортрет, да, Аделаида Дюкре с арфой, да, то есть название инструмента здесь написали все правильно. Соотнести нужно было репродукцию Модильяни, то есть женщину с голубыми глазами, нужно было соотнести с изображением в кадре, да, то есть была дана репродукция с этого произведения, и нужно было увидеть в кадре это изображение, и нужно было увидеть отличия, то есть различия.
И здесь нужно было, конечно, посмотреть. У нас была возможность, кто работал у нас очно в университете, то есть можно было посмотреть на компьютере и очень точно определить различия. Но не все определили. Вот. Здесь различие было, это цвет фона, то есть разный цвет фона в картине художника, да, и в кадре. Вот. И отсутствие руки в кадре тоже. На картине у художника видна рука, как бы лежащая на груди, вот, а в кадре фильма, то есть этой руки нет. Но писали самые разные, были варианты ответов, то есть там писали ожерелье какое-то видели, вот, кто-то видел вообще красные глаза, то есть, ну, это понятно, что это вот связано с оцифровкой изображения, вот, и здесь еще нужно было предположить аргумент, который пускает в ход аферист, да, оправдывая различия вот эти вот, и как он отстаивает подлинность авторства. Разные были ответы. Мы принимали тоже ответы, то есть когда там художник делал копию, то есть, то есть это авторская копия, допустим, да, что тоже как бы имеет, ну, то есть она подлинная, да, работа. Мы засчитывали, то есть такой ответ. Вот. Но правильный ответ, то есть это то, что он обладает авторским, авторским вариантом известной работы. Дальше в этой кинокартине, да, восстанавливают портрет молодой девушки, который написан нидерландским художником Петрусом Кристусом. Нужно было дать название культурно-исторической эпохи. Ясно совершенно, что здесь указан год. Не все справились, к моему удивлению, с этим заданием. То есть кто-то написал вообще романтизм, но большинство, конечно, писало правильно, то есть это эпоха Возрождения. Но дополнительные баллы мы ставили, дополнительный балл за ответ «Северное Возрождение». Но «Северное Возрождение» никто такого ответа не дал. 3 признака. Здесь тоже были разные ответы, но, в принципе, они могли как бы немножко отличаться от ключей, которые, да, были присланы из Москвы. То есть там реалистическая проработка фона. Если это было как бы высказано другими словами, то мы, естественно, засчитывали. Тщательная там проработка мимики там, или черт лица, то есть филигранная прорисовка фигуры и детали одежды. То есть, ну, вот здесь, смотрите, многие, то есть, отвечали как бы правильно, хотя подыскивали, может быть, какие-то другие слова, то есть другие определения. Еще одно последний вопрос в этом задании. Это 3 слова или словосочетания, которые передают характер портретируемой, то есть изображенной девушки. Здесь тоже были разные ответы, но правильный ответ – это аристократичность, надменность, утонченность, но если писали по-другому, то есть, допустим, недовольство окружением там, или самоуглубленность там, или спокойствие, да, уравновешенность, то есть мы тоже это засчитывали, то есть и ставили баллы. Опять, то есть 3-е задание, и мы с вами здесь видим, уже учителя видят, что опять идет работа, и задание повторяет задание в 10 классе, то есть это работа, в этом описании представлена работа «Лунная ночь на Днепре» художника Архипа Ивановича Куинджи. Вот. И здесь тоже были проблемы, то есть не все ответили на этот вопрос и правильно назвали картину. Но чаще всего, вот, если называли, то есть давали это название, то писали не на Днепре, а над Днепром, но мы тоже засчитывали.
Тоже здесь были, но здесь практически все участники правильно ответили, что писатель, там поэт был, опять затруднение было с Полонским, вот, художник Крамской, то есть Менделеев, ученый-химик, то есть здесь было правильно обозначено. Затем, то есть нужно было подчеркнуть художественные приемы, которые используют в этом описании, используются, то есть и здесь тоже подчеркивали, то есть, ну, здесь такие, я просто скажу, в умелом построении композиции, да, давался балл, в таком сочетании красок, вот, затем теплый красноватый тон земли контрастировал, да, с холодным, то есть дальше с холодными серебристыми оттенками, вот, и также вот новаторство художника здесь в опытах со светом, с цветом, с красящим пигментом. То есть это вот те художественные приемы, которые здесь вот и описаны. Ну, кто-то захватывал, может быть, лишнее слово, мы все равно считали, или кто-то, наоборот, не захватывал какого-то слова, но мы все равно давали баллы за вот такое подчеркивание. Ну, название работ я уже сказала, что ошибки были. Полное имя художника, там, по-моему, один человек только дал. Вот, в подчеркнутых текстах род деятельности нужно было вставить, то есть это тоже практически все справились. Ну и приемы, то есть подчеркнули. Дальше, то есть нужно было изобразить, там, не изобразить, то есть там была дана фотография, на которой был изображен художник Архип Иванович Куинджи, да, вот, он был изображен с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, то есть нужно было дать полное имя именно Дмитрия Ивановича Менделеева, и нужно было написать, почему они были интересны друг для друга. Да? То есть здесь понятно, что Куинджи интересовали опыты, которые проводил Менделеев с различными красящими пигментами, то есть с их химическим составом. Вот. Дальше фотопортрет художника, да, и какие детали были как бы переданы в этом портрете, то есть там был фотопортрет. И здесь тоже, в общем-то, писали окрыленность, там устремленность. Ну, здесь тоже были разные ответы, но если мы находили их логичными, то есть что все эти черты как бы характера можно увидеть в художнике Архипе Куинджи, то есть мы ставили тоже баллы. Ну и по памяти нужно было написать наиболее запоминающиеся детали композиции работы, о которой идет речь в тексте. Здесь тоже некоторые ничего не писали, видимо, потому что не смогли соотнести работу с лунной ночью на Днепре. Дальше вот здесь тоже возникли трудности. Почему? Вот многие написали вот здесь название описываемой работы, то есть писали название работы, которое дано вот в этом описании. То есть это уже другая работа, и ее изображение, то есть «Лунные ночи» не дана в визуальном ряде, а дана работа Куинджи, то есть другая работа Куинджи. Осень, да, то есть и здесь многие как бы перепутали и давали название там, где нужно было дать название вот «Лунной ночи на Днепре».
А это другая работа, она дана в описаниях. То есть и здесь, ну, с этим заданием практически все справились. Вот, как бы каких-то особых сложностей здесь не было. Вот здесь писали черты, которые сближали художника с импрессионистами. То есть здесь стремление там, впечатление отразить там, от дождливого дня, да, там, будничность сюжета, но тоже иногда, то есть как бы другими словами выражали эти мысли. Вот, способность передать влажность, там кто-то говорил размытость, то есть мы тоже все это принимали, такие ответы. Задание номер 4. Здесь с этим заданием справились. Это задание было на знание музыки, то есть музык композиторов, вот, направление. Здесь, конечно, был понятно, что это Клод Дебюсси, кто-то отвечал правильно, кто-то не отвечал, то есть кто-то написал с ошибкой его фамилию. Вот. Была подсказка там, конечно, там было написано его имя на одном из изображений. Вот. Еще один момент. Значит, была дана работа Клода Мане, да, впечатление «Восход солнца». Вот. И здесь тоже написали правильно, многие справились с этим заданием. Вот. Некоторые писали впечатление не восход солнца, а восходящее солнце, но мы тоже принимали этот вариант ответа. Имя, вот я уже говорила, французского композитора, о котором идет речь, то есть это Клод Дебюсси. Название течения, то есть, естественно, это импрессионизм. Характерные черты этого течения в искусстве, отраженные вот в приемах портрета композитора, здесь тоже называли, и здесь тоже характер мазка, например, говорили, то есть особенные мазки, то есть там тоже использование цвета, то есть разные здесь были черты, и мы тоже их засчитывали, если они относились к импрессионизму. Название музыкального произведения, да, написанного уже Клодом Дебюсси, да, которое может служить иллюстрацией к картине. Но здесь не все правильно написали, вот, но были, то есть, правильные ответы. И здесь произведение, которое называется «Лунный», то есть «Лунный свет», да, из Бергамской сюиты. И только один человек ответил вот на этот последний вопрос, 8-й вопрос в этом задании. Было изображение композитора нашего отечественного композитора, то есть русского композитора. Здесь был изображен Игорь Стравинский. Только один человек дал, то есть правильный ответ, что изображен Игорь Стравинский, причем было даже, то есть дано его и отчество, то есть за что мы тоже прибавили еще 1 балл. Пятое задание это было дано изображение, скульптурная композиция, которая была создана по мотивам живописного произведения, по мотивам произведения Анри Матисса. То есть здесь нужно было написать именно Анри Матисс, то есть и название этого произведения здесь нужно было написать «Танец». Определение тут нужно было дать движению, которое запечатлено было в скульптуре. Тоже давали разные движения, формулировки, то есть определения, но мы тоже считали
То есть быстрый, высокий темп, там, сбивчивый ритм, там, головокружительный, повторяющиеся мелодии. Но давали и другие, но мы находили, то есть, их уместными, поэтому давали за это тоже баллы. Описание музыки, которая могла бы сопровождать такое движение. Вот. Здесь... Да, кстати, вот меня простите, то есть я здесь движение, то есть неистовое, то есть, допустим, там или какое-то буйное, даже некоторые писали. Это вот здесь вот у нас будет. А здесь ритм, и здесь ритм как раз вот быстрый, там высокого темпа или сбивчивый, или с повторяющейся мелодией. То есть мы здесь тоже считали. Группа музыкальных инструментов. Здесь сложности были. Вот, поэтому с определением, скажем так, регистров и соотнесением их с инструментами, поэтому здесь тоже получали за это разное количество баллов. Но музыкальные инструменты, их регистры, то есть это высокий регистр 1 балл, струнные инструменты и перебивка высокого и низкого регистра 1 балл, и духовых тоже 1 балл. Дальше особенности искусства скульптуры, которые отличают его от живописного, да, от живописи. И здесь тоже давали ответы, то есть ответы были достаточно у всех, в общем-то, правильно. То есть это скульптура, то есть передача объема, да, монохромность в изображении объектов, да, и произведения искусства, использование материалов специфических. Ну, правда, не перечисляли эти материалы, практически никто не перечислил. Вот. И возможность, то есть обойти скульптуру как бы со всех сторон. Дальше нужно было дать особенности искусства живописи и отличие его от скульптуры. Здесь тоже давали, писали о колорите, о живописности, о различных цветовых оттенках, писали о плоскостности этого искусства, да, также о специфических материалах. Тоже здесь краски, пигменты не указывали практически никто. Вот. Ну и выбор одного ракурса. Задание, то есть 7, то есть нужно было соотнести музыкальное сопровождение, да, то есть выберите из них, да, рассмотрите музыкантов, и кто лучше бы, да, подошел бы, какой музыкант, с каким инструментом, вот к скульптуре, которая была представлена. Но здесь тоже выбирали разные, мы тоже засчитывали, то есть эти ответы засчитывали. Главное, что здесь важно было прокомментировать, то есть свой выбор. Задание 6. Да, задание 6 это уже работы, то есть 2 последних задания, то есть они связаны с современным искусством, и опять они связаны с Бэнкси. К сожалению, тоже были здесь сложности у участников. Не все назвали Бэнкси, не все правильно написали его имя, за что, то есть не получили полное, наибольшее количество баллов. Черты работ называли, то есть там общий там серый фон, допустим, яркий какой-то элемент, да, детские образы, но тоже писали, например, дети, мы тоже засчитывали. Тему тоже определяли по-разному, но я сегодня уже говорила, когда мы анализировали 10 класс работы участников, то я говорила, что мы принимали
разные как бы темы, общую тему, не только тему экологии, да, которая была как бы вот явно прослеживалась в этих работах. Да. То есть если дети находили какие-то другие темы, а они действительно там присутствуют, то мы тоже за это давали баллы. Композиционные приемы тоже отмечали. Не менее трех композиционных приемов нужно было выделить. Ну, например, там маленькая девочка на подставке на фоне большой серой стены, там с выражением страха на лице. Ну, и здесь нужно было каждой работе, то есть вот эти особенности выделить. И также тоже здесь вот в графе D нужно было сформулировать, то есть свое отношение к той проблеме, то есть выделить проблему и сформулировать свое отношение к проблеме. И нужно было это сделать по трем работам. Опять-таки повторяется вопрос, который был и у 10 класса, то есть это нужно было уточнить, да, вернее, свою точку выразить на попытку художника уничтожить свое произведение, на то произведение, которое было описано в тексте. Что это является новым словом в искусстве, когда художник уничтожил свою работу, или это акт вандализма, или это пиар-акция. То есть принимали мы все точки зрения, если они были обоснованы, то есть и давали за это баллы. Опять-таки никто не ответил в 11 классе, почему художник начал работать инкогнито. То есть он работал инкогнито, то есть я еще раз повторюсь, да, почему? Потому что он боялся, то есть что привлечение к ответственности, да, то есть потому что я уже говорила в разных странах граффити, да, это запрещено законом, и разрешается выполнять эти работы только в отведенных для этого местах. Вот. Ну и почему продолжает скрывать свое имя? Здесь мы принимали разные, то есть варианты, то есть потому что наверняка мы не знаем, мы можем только предположить, почему он до сегодняшнего дня свое имя не раскрыл, хотя он известен. Но наиболее, то есть такой встречающийся ответ, да, это то, что сохранить вот загадочность. Ну и опять же, то есть это седьмым заданием тоже не справились, никто не справился, то есть не пояснили, что означает название ленивый Бэнкси. В 11 классе тоже на этот вопрос никто не ответил. То есть ленивый Бэнкси – это название группы, да, которая ведет микроблог и делают рисунки в интернете, то есть не на улицах, не на стенах домов, а в интернете, не тратя на это ни силы, ни деньги, поэтому они называют себя ленивым Бэнкси. Персонажам, то есть здесь вот композиционные особенности раскрыли практически, то есть все, описали эти работы тоже все правильно. Но дальше, то есть нужно было свою идею представить, да, и здесь тоже представляли многие проекты свои, то есть они были достаточно интересны. Ну и эта работа, последнее задание, оно оценивалось в 43 балла, но здесь тоже максимальную оценку, то есть баллов, не получил никто. Ну вот у меня все. Я прошу, то есть какие-то вопросы, то есть их можно задавать. Я еще, то есть смогу, то есть на них ответить, то есть их можно задавать в чате. Вот, если эти вопросы есть. Если есть какие-то ваши неудовлетворенности, вы не согласны с восстановкой баллов по вашим работам, то есть вы можете подавать апелляцию. Но имейте в виду, то есть, что при пересмотре работы
оценка, то есть количество баллов может быть как увеличено, так и уменьшено. Поэтому критически тоже отнеситесь к своей работе, посмотрите, оцените ее сами. И если вы действительно уверены в том, что где-то неправильно проставлены баллы за ваши ответы, то вы можете завтра подавать, то есть апелляции, и потом мы их рассмотрим. У меня все. Спасибо за внимание. И вот я жду ваших вопросов письменных в чате, на которые постараюсь дать ответы. Всем всего доброго. Мальчиков с наступающим праздником, да, защитника Отечества. Всем здоровья. До свидания.